Порывы ветра достигают до 30 метров в секунду, но энергетиков это не останавливает. Сложность – вот чем отличается этот проект. Специалистам филиала Россети Северный Кавказ «Ингушэнерго» также приходится сталкиваться с трудным грунтом. Почва каменистая, и во время бурения котлованов под опорой линии электропередач встречаются камни весом до 250 килограммов. Установки укос. Там вообще еще сильнее, потому что нужно соблюсти по 90 градусов угол, как положено, то есть 60 не превышая. И поэтому приходится как-то подстраиваться, использовать многочисленную технику, как тракторы, так, экскаваторы и так далее. И где-то процентов 30 приходится вручную откапывать, то есть вручную, получается, лопатами. Потому что техника может не взять как положено. К тому же почва промерзла на глубину до 50 сантиметров. Сейчас энергетики строят воздушный участок линии электропередачи протяженностью почти 2 километра. Основной объем работ уже выполнен. Установлено более 40 железнобетонных опор, смонтированы самонесущие, изолированный провод. Это около 7 километров линии, 10 киловольт. Где-то 2 километра это пойдет у нас высоковольтная линия электропередач, и около 5 километров это будет кабельная. Энергообъект протяженностью более 7 километров предназначен для повышения надежности электроснабжения курортно-туристической зоны. Главное техническое решение – забота о природе и исторических памятниках. Большую часть линии электропередачи смонтируют под землей. С рытьем траншеи до 90 сантиметров. Местами больше, местами меньше, там, где у нас муфты и так далее. С подсыпкой, как положено, по ГОСТу, подушки песчано-гравийной смеси полностью. Затем укладка кабеля будет производиться специализированной техникой. То есть у нас одна бухта, кабель, это примерно 3,5 тонны веса. То есть, скажем так, там нужна специальная техника. После укладки мы будем закрывать специальной плитой, то есть это ноу-хау, скажем так. Раньше использовался лента для, скажем так, когда попадает на траншею, а сейчас используем мы плиты. Они асбестовые. То есть, в свою очередь, они и защищают. Строительство воздушной линии предполагало бы вырубку деревьев. Конечно, речь не шла о массовом срубе, но поднять руку даже на несколько зеленых долгожителей энергетики посчитали невозможным. Другим неоспоримым плюсом в пользу кабельного исполнения стал маршрут трассы. ЛЭП пройдет недалеко от средневекового комплекса обороны сторожевых башен Вовнушки и храма Тхабаерды. Уникальные памятники архитектуры и истории региона дороги ингушскому народу как колыбель и сердце нации. И тревожит суровый и неукротимый дух местности атрибутами современного мира в энергокомпании не стали. Наша задача прокладки именно кабеля от определенной точки, чтобы не испортить ландшафт. То есть у нас красивые пейзажи, чтобы не испортить деревья, не испортить много что может испортить вид полный. Для этого надо так аккуратно работу производить. Работы начались неделю назад. Специалисты филиала Россети Северный Кавказ «Ингушэнерго» здесь в буквальном смысле ночуют. В пределах 13-14 култнатолс. На этой неделе энергетики планируют закрыть первый этап и приступить к устройству траншеи для кабельной линии. О дате завершения проекта специалисты молчат, зная по опыту, что горы обязательно устроят им проверку на прочность и преподнесут сюрпризы. Здесь работает правило: больше дела, меньше слов, а это как нельзя лучше отвечает характеру светлой отрасли. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.